Я родился 16 июля 1988 года. Сколько мне исполнится через полвека? Полвека, 1 век это 100 лет, полвека это 50 лет. Сейчас 2016 год. Значит, мне сейчас еще нет 28, потому что 16 июля пока нет. Значит, 27 лет. Плюс 50, 77 лет мне будет через полвека, если от сегодняшнего дня считать. У Руслана 7 членов семьи, самому младшему 5 лет, их 7, и младшему 5 лет. То есть остальным 6, они старше. Сейчас сумма возрастов всей семьи, всех 7 141 год. Чему была равна сумма возрастов всей семьи 6 лет назад? 6 лет назад из всех надо минусовать по 6 лет. У всех, кроме последнего, то есть у 6 могу по 6 лет, 6 и 6, 36 из общего, а от последнего только 5 могу, потому что ему всего 5 лет. Поэтому 6 лет назад это значит еще минус 41. 141 минус 41 это 100. 100 значит больше, чем 77, поэтому ответ задания будет B. Чему равна сумма всех целых y из этого промежутка? Похоже, задание у нас уже было. Все целые числа из этого промежутка минус 15 нельзя брать. Значит, я начинаю от минус 14. Минус 15 нельзя брать. До 6,2, но это не целое, поэтому 6 будет последнее целое число, которое я буду брать. Вот плюс 6 и здесь есть минус 6. Они при сложении, мне же надо найти сумму, уничтожить друг друга. То же самое плюс 5 есть и минус 5. Тоже взаимоуничтожаются, да? Плюс 4 и минус 4 взаимоуничтожаются. Плюс 3, минус 3, плюс 2, минус 2, плюс 1, минус 1, 0. Вот это все, это у меня 0. У меня сумма будет идти вот между минус 14 и минус 7 включительно. То есть здесь минус 8, минус 9, минус 10, минус 11, минус 12, минус 13, минус 14. Вот это все вместе. Один минус поставлю. Получается 7 и 14 вместе будет 21. 8 и 13 еще раз 21, второй раз. 9, 12, 21. И 10, 11, 21. 4 раза 21 это минус 84. Ой, куда я пишу? Вот здесь минус 84 ответ. Число противоположно наибольшему двузначному числу кратному 17. Двузначное число кратное 17, наибольшее это 85. Если 17 умножить на 5, получится 85. Число противоположное, это значит минус 85. Но минус 84 больше минус 85. Ответ задания А. Найдите 35% числа 800 и увеличьте полученное число еще на 40%. 800 найти 35% это 35 сотых умножаем. Увеличить полученное число на 40%, то есть новое 100% число увеличить на 40% означает его 140% вычислить. Вот такое вычисление делаем, да? А здесь то же самое с другими числами, да? Найдите 45% числа 600, 600 умножаем на 45 сотых и увеличить полученное число на 50%. 100% число увеличить на 50%, это 150 сотых. И давайте посокращаем. 2 0 сверху, 2 0 снизу, 0 сверху, 0 снизу. 35 и 10 сократим по 5. Здесь 2, здесь 7. 2 и 14, здесь 7. 7 и 7, 49 на 8. 49 на 8. Это как 50 на 8 и минус 8. Да? 50 на 8 у нас 400, минус 8, 392. Это 49 на 8. Здесь 2 0, 2 0, 150 и 100 по 50, здесь 2 и 3, 6 делится на 2, 3, трижды 3, 9 на 45. 9 на 45. Это как 10 на 45, минус 1 раз 45. Это 405. Получается B. Так, 0,1 умножить на 5 это 0,5 и минус 300. 0,5 минус 300. Это минус 299,95. Здесь 2 0, 2 сдвига. 0,1 на 5 это 0,5. Здесь 2 0 на 2 места передвинем. 3 на 100 это 300. Это 0,5 минус 300. А здесь было 0,5 минус 300. Здесь будет минус 299,5. И справа больше, потому что это отрицательные числа, они наоборот, да, сравниваются. Так, тонны, центнеры, килограммы, здесь граммы. Все, давайте перейдем в килограммы. 1 килограмм 1000 грамм. 3 0 убираю, это будет 275 килограммов.
Здесь 1 центнер это 100 килограммов, значит умножим на 100 это 12 килограммов получится. 1 тонна это 1000 килограммов, умножим на 1000 это будет 250. 12 плюс 18 30 плюс 250 280, а там 275. Ответ А. Стрелок стрельнул в мишень 15 раз, и 2/5 из них он промазал. То есть 15 умножить на 2/5, умножить на 2/5, это будет 6. То есть 15 раз стрельнул, 6 раз не попал. Давайте 6 напишу справа. Значит, он попал сколько раз? Плюсики. 9 раз. Основной попал. Сколько баллов всего заработал стрелок? Если за каждое попадание плюс 6 баллов, 9 раз попал, значит 54 заработал. За каждый промах минус 3 балла, 6 умножаем на минус 3, либо 6 на 3, потом с минусом возьмем 18, 54 минус 18, 36 баллов он заработал. И здесь подобное задание. Ученику, получившему 3-е место на Олимпиаде, присвоили 24 балла, это 3-е место. Второму на 25% больше, чем 3-му. 25% это четверть. 100% число делим на 2, 50%, 50 на 2, 25%. 25% это 1/4 часть. Поэтому 24 умножим на 1/4, это 6, то есть на 6 больше. На 25% больше из 24, это и есть на 6 больше. То есть ему 30 баллов. Кому? Второму. Второму 30 баллов. А первому на 40% больше, чем второму. Из 30 40% это умножить на 40 сотых. Нолик, 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 нолик. 3 4, 12. 30 плюс 12 ему 42. 30 плюс 12 ему 42 балла. Первому. Первое место, 42 балла. 42 больше, чем 36. Ответ Б.